Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости». В студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. Сегодня, 6 августа, в городе Туркменбаши в Туркменистане основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял участие и выступил на консультативной встрече глав государств Центральной Азии. На встрече приняли участие президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызской республики Садыр Жапаров, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Главы государств подчеркнули важность консультативной встречи глав государств Центральной Азии и обсудили широкий спектр актуальных вопросов регионального сотрудничества, в том числе это перспектива сотрудничества как в политической, так и торговой, экономической, культурной и гуманитарной сферах, а также вопросы региональной безопасности. В ходе своего выступления президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил благодарность президенту Туркменистана за теплый прием и организацию встречи на высоком уровне. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, добавил: мы готовы к тесному сотрудничеству в сфере торговли, промышленного производства, цифровой экономики, современных инноваций, технологий, туризма, к обеспечению продовольственной безопасности в сфере транспорта и энергетической безопасности. При этом было подчеркнуто, что в нынешних условиях мы должны придавать серьезное значение разработке новых действенных мер по развитию сотрудничества в приоритетных областях. И с этой целью президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, предложил ряд эффективных мер и при этом подчеркнул необходимость дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества, в том числе в сферах промышленности, энергетики, транспорта и коммуникаций, укрепления культурно-гуманитарных связей, в том числе в сфере туризма, расширение сотрудничества в области здравоохранения, особенно в направлении обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и тесного сотрудничества силовых структур стран в совместной борьбе против угроз и вызовов. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, в своем выступлении заявил, что в современных условиях сотрудничество стран Центральной Азии в борьбе с терроризмом, экстремизмом, радикализмом, незаконным оборотом наркотиков, киберпреступностью и транснациональной организованной преступностью требует принятия неотложных мер. Президент страны назвал сферы торговли, экономики, инвестиций, земледелия, различные секторы промышленности, развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры, рациональное и эффективное использование водных ресурсов в регионе важными направлениями сотрудничества между странами Центральной Азии. В ходе выступления лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, обратил внимание глав государств Центральной Азии на решение глобальных вопросов изменения климата, таяния ледников, снижения риска природных бедствий и воздействия пандемии коронавируса. Напомню, что Таджикистан председательствует в Международном фонде спасения Арала сроком на 3 года, начиная с 2020 года, а президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, является президентом Международного фонда спасения Арала. По итогам консультативной встречи глав государств Центральной Азии были приняты соответствующие документы. На консультативной встрече глав государств Центральной Азии президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов за выдающиеся заслуги в развитии отношений дружбы, добрососедства, взаимопонимания и сотрудничества между государствами Центральной Азии, за укрепление мира и безопасности в регионе, продвижение общих интересов и инициатив стран региона на международной арене в торжественной обстановке и в присутствии глав государств Центральной Азии вручил президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Рахмону, первую высшую награду – почетный знак глав государств Центральной Азии. Эмомали Шариповича Рахмона, президента Республики Таджикистан, почетным знаком глав государств Центральной Азии за выдающиеся
заслуги выразить как дружбы, добрососедства, взаимопонимания, сотрудничества между государствами Центральной Азии, укрепления мира и безопасности в регионе и продвижения совместных интересов и инициатив стран региона именно в международном сообществе. Ну, это поистине, я бы сказал, заслуженная награда президента Республики Таджикистан Эмомали Шарипович Рахмон. Он, обладая большим как и политическим, и жизненным опытом, в течение многих лет руководит страной. Делает все необходимое для обеспечения как поступательного и стабильного развития своего государства, достижения высокого уровня жизни таджикского народа и его благополучия. Одновременно Эмомали Шарипович Рахмон вносит свой огромный вклад и развитие традиционно дружественных, братских отношений между всеми государствами Центральной Азии. На международной и политической арене президент Республики Таджикистан знает как видного государственного деятеля, то есть активно участвуя в решении самых актуальных вопросов современности. Я искренне поздравляю вас, уважаемый Эмомали Шарипович, с этой наградой. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, новых успехов вашей как государственной и международной деятельности. А народу Республики Таджикистана мира, счастья и процветания. Уважаемый Гурбангулы Меликулевич, уважаемые главы государств, дамы и господа, прежде всего хотел бы еще раз выразить глубокую признательность президенту Туркменистана, уважаемому Гурбангулы Меликулевичу Бердымухамедову, за высокий уровень организации очередной консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Мы высоко оцениваем большие усилия наших туркменских братьев по проведению серии мероприятий, качественно обогативших содержательную часть консультативной встречи. Присутствие сегодня всех лидеров государств Центральной Азии, прекрасной туристической зоны Аваза
демонстрирует наш общий настрой и твердую решимость к тесному сотрудничеству по всем жизненно важным вопросам нашего региона. Я хотел бы искренне поблагодарить моих дорогих коллег, лидеров стран региона, за решение присвоить мне первый почетный знак глав государств Центральной Азии. Рассматривая это как проявление вашего уважения не только ко мне лично, но и к славному таджикскому народу. Хотел бы заверить вас в том, что Таджикистан всегда стремился и будет стремиться к развитию взаимовыгодной интеграции и плодотворного сотрудничества со странами региона во всех, без исключения, направлениях. Дорогие друзья, сегодня Центральная Азия – это регион, который динамично развивается и строго оберегает традиции и культуру диалога. Отличительной чертой наших отношений стали крепкая дружба, взаимное уважение и доверие, конструктивизм и взаимопонимание. Благодаря запущенному в рамках Центральной Азии механизму консультативных встреч наши государства имеют возможность обсуждать и находить общие точки по целому комплексу вопросов от проблематики безопасности до экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Каждая наша встреча подтверждает, что страны Центральной Азии полны решимости последовательно достигать обозначенные цели. А цели эти были и остаются неизменными, понятными и простыми. Это мир, стабильность и устойчивое развитие всех стран региона. Еще раз выражаю признательность моим уважаемым коллегам за высокую оценку моих